Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами я, Атабаева Аида. Сегодня я вам расскажу о прелестях студенческой жизни и возможности для студентов, которые созданы в Волжском гуманитарно-педагогическом институте. Будьте с нами! Прежде всего хочу рассказать о художественном центре Джаратман. Джаратман был создан в 2011 году. Вы можете задаться вопросом, что же такое Джаратман и каково его значение. Джаратман в переводе с кыргызского означает «творческий человек». На каждой неделе в субботний день для членов группы Джаратман проводятся тренинги, семинары, а также мотивационные встречи с успешными людьми. Мы как раз таки подошли сегодня в субботний день и покажем вам, каким образом это все проводится. Значит, здесь собраны непростые студенты, а главная тема всех встреч – человечность. Это говорит о том, что собравшиеся здесь студенты не только развивают свой талант, но и воспитываются простоте, дружелюбности и человечности. Время от времени здесь проводятся мероприятия разного типа. Спортивные эстафеты, отдых на природе, литературные вечера, праздничные концерты и, конечно же, каждый год празднуется юбилей Джаратмана. Молодежная организация. Раз уж речь зашла о возможностях, которые созданы для студентов, стоит уточнить и следующую очень нужную группу, что это общественная организация лучшая, куда могут вступить современные студенты. Молодежный комитет создан на принципах студенческого самоуправления. Комитет создан в целях повышения организованности и активности студентов, поддержки инициатив самодеятельных студенческих коллективов и содействия их реализации, повышение культурного уровня студентов. Дело в том, что именно молодежный комитет предлагает выгодные предложения и доступные путешествия, но также представляет и защищает интересы всех своих членов. Телестудия «Мурас». Сочетание красоты и таланта. Так можно коротко описать прекрасную половину студенческого телевидения Мурас ТВ. Мы видим лишь конечный продукт ярких шоу, но ведь за этим стоит кропотливая работа. Следующая возможность, которая создана для студентов ОГП, это телевидение Мурас ТВ. Как вы видите, таким образом снимается весь видеоматериал, а дальнейшая работа производится в этой комнате. Здесь журналистки пишут тексты, готовят кадры и читают закадровые тексты. А последний этап – это этап монтажа. Все видеоматериалы и отправляют прямо в эфир. Институтунун Мурас телестудиясы назарыңыздарда. Топтом менен тааныштырган Мурас телестудиясы. Эфирде Ош гуманитардык педагогикалык институтунун Мурас телестудиясы назарыңыздарда. Работу в телевидении в основном ведут студенты и выпускники нашего же вуза. Каждый в команде готовит свою рубрику, самостоятельно пишут сценарии и ведут новостные передачи в эфире. Двери телевидения Мурас ТВ открыты всегда и всем. Студенческая газета «Студкейджи». Студенческая газета «Студкейджи» пишет для студентов и про студентов. Рассказывает о яркой жизни в стенах вуза, об удивительных людях, которые достойны уважения. Над контентом газеты работают наши же выпускники и молодые активисты. Мы делаем то, что любим, и надеемся, что у нас это неплохо получается. Сегодня газета «Студкейджи» – это команда покорителей студенческих медиа, издание с периодичностью выхода раз в месяц, студенческое объединение, которое развивается из номера в номер, более 1500 экземпляров. Ждем вас в нашей редакции. Мобильный обмен студентов. Сегодня многие выпускники вузов могут похвастаться поездками за границу. Это неудивительно, ведь каждый вуз стремится активизировать в своих стенах международную систему обмена. Это очень престижно и выгодно, а главное, студент получает уникальную возможность побывать за границей, увидеть новый мир, получить новые впечатления, натаскать знания иностранного языка и, конечно же, изучить новый менталитет и поучиться в стенах зарубежного вуза. Советуем получить подробную информацию у студентов, обучившихся по обмену, или же подойти в клуб международных отношений. Все это реально, но везет чаще всего отличникам, поэтому стоит стремиться только к положительным оценкам и углубленным познаниям по всей специальности.
Стипендия – это одна из лучших прелестей студенческой жизни, которые ежемесячно получают примерные и ответственные студенты. Сумма, конечно, небольшая, зато есть стабильность, которая позволяет не зависеть от родителей хотя бы частично. Если же знания достойны только высшего балла, то можно смело рассчитывать на повышенную стипендию «Умут», которая становится приятным дополнением к новым увлекательным знаниям, захватывающему учебному процессу. Студенческая столовая. Многие бывшие студенты согласятся, если я скажу, что питание в студенческой столовой можно смело сравнить с шедеврами национальной кухни. Одни только ароматы кружат голову. Казалось бы, обычные блюда имеют незабываемый вкус. К тому же подкупает вежливость работников столовой. А ароматные булочки – это вообще классика жанра. Цены в студенческой столовой доступные, а порции огромные. Так что современные студенты голодными в стенах вуза точно не ходят. А после выпуска еще долго скучают за местной стряпней. Да и где как в студенческой столовой можно отметить очередную сдачу модулей сладким компотом из сухофруктов. Люди встречаются, люди влюбляются, люди женятся. И все это может произойти в стенах нашего вуза. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Так что можно смело сказать, что институт объединяет одинокие сердца. А студенческая свадьба – это вообще нечто. Если посчастливилось встретить свою вторую половинку в институте, будучи студентами, то веселых и памятных воспоминаний хватит на всю жизнь. А если еще и друзья общие остались после вуза, то это веселая компания до самой старости. Улыбнулась из окна, поезд тронул, а я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Как правило, надежные и верные друзья появляются именно в институте. Связь с ними не теряется даже после окончания вуза, а с некоторыми дружеские отношения поддерживаются не одно десятилетие. Это еще один приятный момент, ведь такая дружба проверена временем, сложностями и многочисленными сессиями. Так что учеба в институте – это не только сложные экзамены, строгие преподаватели, непонятные курсовые. Это веселье, радость, смех, юмор и курьезные ситуации, которые по жизни вспоминаются с хохотом и искренними слезами на глазах. Лишь рукой помахал ей в ответ. Надеюсь, я вам смогла донести хоть одну полезную информацию, которая будет полезна для вашего дальнейшего развития. Будьте с нами, и в следующем выпуске я вам расскажу о новых обществах, в которых может быть каждый из вас.